Весеннее утро. Просыпается деревня Оркино. По-удмуртски Оркино звучит как Иркагурт. Это красивая деревня южных удмуртов. Крутые склоны, холмы, типичный ландшафт юга Удмуртии. На полях уже сошел снег, все движется и бурлит, сливаясь в единую песню пробуждения весны и светлой радости ожидания великого праздника – Пасхи. Этот христианский праздник удмурты встречают по-своему. По христианской традиции сегодня особенный день Страстной Седмицы – Великий или Чистый Четверг. Удмурты называют этот день Кулем Потон Уй, буквально «Ночь выхода умерших». У удмуртов считается, что в ночь четверга живых навещают души умерших предков. По земле бродит нечистая сила, вселяя страх и беспокойство. Поэтому все обрядовые действия направлены на изгнание нечистых духов – шайтан-йос, жоб-йос, ведун-йос – из своих домов и подворий. С утра нужно сходить в лес за можжевельником или вереском. По поверьям, он обладает особой магической силой. Им можно отгонять злых духов шайтана. Как рассказывают бабушки, в старину все использовали можжевельник, прикрепляли его к окнам, к дверям. Старые прошлогодние ветки можжевельника убирают, на их место устанавливают новые. Таким образом, они охраняют дом круглый год. Жители деревни с утра начинают наводить чистоту и порядок в своих хозяйствах и домах. Стараются все от мала до велика. С ветками можжевельника в руках обходят весь дом, приговаривая, чтобы все было хорошо, чтобы все болезни и все злое, недоброе ушло в этот день. Нужно убрать прошлогодние ветки с наличников, дверей и в хлеву, а вместо них нужно поставить свежие. На двери в хлев висит кость свиньи. По поверью, она защищает скотину от злых духов. На дверях углем рисуют крест. Это уже христианский символ, которым удмурты пользуются, чтобы защитить свой дом от недобрых сил. Заменив все старые ветки вокруг дома, бабушки направляются в сад, чтобы навестить плодовые деревья – яблони, вишни, калину. Они их трясут, приговаривая, чтобы было много ягод в этом году, чтобы не заводились в огороде и на поле жуки и черви и другие вредители, чтобы богатым был урожай. Старые ветки можжевельника нужно сжечь в печке, положив на печную заслонку, приговаривая при этом, чтобы все злые духи, нечистая сила вместе с этим дымом уходили в трубу, покинули нас, чтоб все у нас было хорошо. Произносится молитва «Отче наш» на удмуртском языке.
После этого заслонку достают и кладут на уголь новые свежие ветки. Дым от них пускают под одежду, слегка приподнимая подолы платьев. Удмурты верят, что дым от можжевельника отпугивает нечистую силу, избавляет от болезней, помогает очиститься. Печка и печная труба с древности символизировали переходный канал к потусторонним силам. Поэтому бабушка говорит, как будто бы в печную трубу. Она зовет своих детей, внуков, домашних животных, скотину, чтобы они не терялись, а возвращались домой. Она верит, что такие слова приговаривания должны сбить с толку злых духов, показывать, что все дома, что все хорошо. После этого в печку ставится чашка с солью. Соль приобретет целебные свойства, и в течение года ее можно будет использовать для лечения. С молитвой на стол ставят тарелку и буханку хлеба. Их нужно оставить здесь до утра. Так делают и в других домах. В соседнем доме затопили баню. По поверью, помыться в бане в Великий Четверг означает обеспечить себя здоровьем на целый год. В бане обязательно оставляют свежий веник, считая, что он может пригодиться умершим, души которых в эту ночь навещают живых. Считается, что злые духи боятся громких звуков. Хлопки и выстрелы способны отогнать их. Дети раньше использовали простую селитру от спичек, засыпали ее в дырку в доске и силой забивали в нее гвоздь. Селитра с грохотом взрывалась. Но самым интересным, конечно же, были выстрелы из ружья в воздух. Стреляли уже ближе к ночи, когда становилось темно. Говорят, что раньше так делали в деревне все, у кого были ружья. Стреляя, охотники приговаривали, чтобы шайтаны уходили отсюда подальше в лес. Сегодня такая стрельба — редкость. Великий Четверг заканчивается. Все было сделано так, как того требуют обряды и традиции, дошедшие от предков. Православие и язычество переплелись у удмуртов в этом празднике, создав своеобразное слияние христианских традиций и религиозных обычаев удмуртов. Последний день перед Пасхой – суббота. Нужно еще собрать, а потом покрасить пасхальные яйца – символ светлого праздника. И здесь не обходится без маленьких помощников. Для них это всегда большая радость. Ой-ой. Вот на ваш. Мара, сылалам понок пие. Тарему кита сылал понок. Ну тебе возыр, только уна кушика е. Бляшки мне кать. Вот, то мы опье. Ай, молодец. Где богатыня опье вот. Купи буяшка ма. Возыр гнетен тайски степие. Я ты вот.
Теперь яйца кладут в кастрюлю с шелухой. Чем больше шелухи положишь, тем красивее яйца окрасятся, поучительно говорит бабушка. Бабушка рассказывает, как раньше собирали яйца, не разрешали их кушать до Пасхи. Ходили собирать по домам, потом ходили на горку катать яйца. С молитвой яйцо кладут перед иконой. Рано утром в светлый праздник Пасхи солнце светит по-особенному. Играет, переливается, сверкает. Как радостно идти за водой на родник таким утром. По поверьям, даже вода в этот день наполняется жизненной силой. Пришло время стряпать традиционное праздничное удмуртское блюдо табань – лепешки из кислого теста. Сердце поет, душа наливается радостью, все получается на славу. Вслед за табанями в печку идут аппетитные шанишки с картошкой и пирожки с мясом. Всюду чувствуется атмосфера радостного дня, светлого праздника. Появляются первые гости. Это внуки и внучки. Спасибо. Христос воскресе! Традиционное пасхальное приветствие. Им встречают гостей. У вас суголен табань, coś tak prosto i tak ochorugне тритани. Христос воскресе! Постепенно к праздничному столу собираются родственники и подруги хозяйки. Все несут с собой угощения и, конечно, пасхальные яйца. Воскина воскрес! Воскина воскрес! Христос воскресе, карца понумай. Потом все вместе идут на горку веселиться и играть. Бабушки сетуют, что сейчас и гармониста-то в деревне не найти. А раньше обязательно на горку с гармошкой ходили. Пели песни, играли, веселились. И все же радость великого праздника, пробуждающейся природы и первых цветов, озаряет лица людей. Все просят богатого урожая, запуская яйца, приговаривают: пусть урожай будет хорошим, как эти красивые яйца. Еще надо скатиться с горы. Неизменные атрибуты праздника – старинные удмуртские песни и танцы.
угощают всех лакомствами и квасом. Бабушки говорят, что обычай ходить на горку был и раньше. Сейчас они продолжают эту традицию, хотя их дети и внуки уже немного иначе играют. Но все же обычай сохраняется. С песней все возвращаются обратно в дом. Христос воскресе! Здесь уже угощают подружек кумышкой. Христос воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Бабушки общаются, отдыхают, а детишки кушают и угощаются праздничными блюдами. Перед иконой зажигают свечу. Все женщины встают с покрытой головой, как в церкви. Сначала бабушки поют переведенную на удмуртский язык православную молитву. Смертью смерть поправ, Иисусе в гробе живот даровав. Христос вместе зудеса сутем, кулемене с кулом леш кужем зебытем, кулем мут ясли ножа шатем. Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос удеса султем! Земика султем! Здесь медуломы тазав, милос, вань милен, нупиос лен, пудоживойос лен, роня вужес, вань гуркал лен, вань милен тазав, милос. Наступает самый важный и интересный момент. Момент исполнения старинного, необычайно красивого пасхального напева удмуртов «Быджим Нунал Гур», в котором удмурты обращаются к Богу, хвалят дом, в который они вошли, говорят о том, что раз в год приходит к ним этот великий день. Как счастливы они встретить этот день со своими родными, разделяя с ними общую трапезу. Эти мелодии в каждом районе и даже в каждой деревне имеют свои особенности как в мелодии, так и в словах. Раньше каждый род, соседская община, группа родственников, беляк, имела свою мелодию, свой напев, который исполняли при встречах все родственники. В деревне Оркино еще сохранился такой напев у наших героев, представителей рода Балаш-Беляк.
На этой светлой и радостной ноте и заканчиваем мы наш рассказ о праздновании Пасхи у удмуртов. И пусть у каждого народа этот праздник имеет свои традиции и особенности, главная его суть – радость, разделяемая с родными, весеннее пробуждение жизни близки каждому человеку на этой земле.